2,5 месяца без воды, а потом начали привыкать, уже и воду чувствуешь, и грибок лучше. Непривычно и тяжеловато. За месяцы тренировок на самоизоляции ребята отвыкли грести против течения. На открытую воду в Средний Кабан гребцов допустили всего пару недель назад. Баланс тяжело держать, а так нормально. Как вот на машину сесть, если долго не ездить. То же самое, непривычно, страшно чуть-чуть, а потом привыкаешь вроде бы. На раскачку времени мало. У Ильи Монахова остается месяц на подготовку к московской регате, а дальше первенство Европы. Готовиться к соревнованиям в Казанский центр приехали 70 юниоров сборной России. Форму спортсмены поддерживали в домашних условиях. Некоторые растеряли форму. Тот, кто себя поддерживал, видно, что намного лучше, готовы именно стартануть опять с тех же позиций, с базовых. На старт приходят с 6 утра. Команды стараются не пересекаться, а в общественных местах обязательно маски и перчатки. Однако в остальном тренировки в привычном режиме и на земле, и на воде. Дистанцию в 2000 метров спортсмены должны преодолеть за 7-10 минут. Каждый грибок требует усилия в 20 килограмм. Но главное, это даже не хорошая физическая форма, а чувство ритма. Именно оно позволяет спортсменам занимать призовые места. Татарстан стал одним из первых регионов, где сняли ограничения. Вернуться к тренировкам спортсмены смогли уже 16 мая. Очень много заявок из других регионов, как сказал, и из сборной страны по различным видам спорта. Мы, учитывая все меры предосторожности, создавая все необходимые условия, мы их к себе приглашаем. Это обмен опытом, пример для наших юных спортсменов. За первой победой спортсмены поплывут уже в августе, а осенью девушки и юноши будут соревноваться в Немецком заливе. Наталья Мезина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.